Такие по-настоящему сложные операции в стенах онкологического диспансера ингушские медики проводят уже традиционно. Современное высококлассное оборудование и профессионализм позволяют врачам вовремя поставить правильный диагноз и спасти больному жизнь. Прямо сейчас на операционном столе мужчина, у которого обнаружили злокачественное образование – рак толстой кишки. К медикам мужчина обратился с тяжелыми симптомами болезни. Резкая потеря веса, 15 килограммов за короткое время. Некогда любимое мясо вызывало уже отвращение. Апатия после приема пищи. Мужчина жаловался на боль в области живота, которая со временем только усиливалась. После обследования был поставлен тяжелый диагноз. Опухоль набрала большие размеры. Медикам предстоит удалить злокачественное образование размером 15 сантиметров. Пока мужчина спит глубоким сном, хирурги борются за его жизнь. Врачи говорят, в онкологии простых операций в принципе не бывает. Это уникально и сложно тем, что врачам предстоит провести просто ювелирную работу, точечно уменьшить образование. Операцию проводят малоинвазивным способом. Никаких тяжелых надрезов и долгих реабилитаций. Мужчине 60 лет. Всю свою жизнь он вел здоровый образ жизни, спортсмен. Но, как говорят медики, онкология непредсказуема. Заболеть может каждый, и самое главное здесь вовремя поставить правильный диагноз. Пациенту повезло, опухоль не задела жизненно важные органы и удалось избежать опасных метастаз. Планируется удаление правого отдела толстой кишки через небольшие проколы брюшной стенки, через 4 прокола небольших. Через них удаляется таким образом у нас слепая кишка, восходящая кишка, часть поперечно-ободочной кишки. Общая протяженность это 30 сантиметров. Кишечник мы удаляем. 30-40 сантиметров. Операция продлится 2 часа. Сократить время вмешательства удалось во многом благодаря новейшему оборудованию, которое установлено в онкодиспансере в рамках национального проекта здравоохранения. Ингушские хирурги прекрасно работают с такими аппаратами. Традиционные методы операции больной перенес бы намного сложнее. Если была бы открытая операция у него, он бы даже завтра не вставал бы, лежал, был болевой синдром выраженный. Этот больной даже к вечеру может быть активизирован, он может вставать, ходить, пить воду, чай. Где-то пролежит около 4-5 дней в отделении. То есть ранняя активизация, быстрое восстановление, ранняя выписка больного благодаря малоинвазивному вмешательству, малотравматичному вмешательству. Плюс это еще косметичная хирургия, по большому счету. То есть эти рубцы после маленьких проколов, они через 3-4 месяца они не будут видны у больного, в отличие от шрама большого, который больного остаются после этих операций. Современное оборудование, в принципе, оснащение у нас клиника лучше всех оснащена в республике, по хирургии особенно, что есть. То есть у нас все возможности технические есть для выполнения этих операций. Успешно в стенах онкологического диспансера проводят операции нейрохирургического направления. Уже скоро такие вмешательства выйдут на новый уровень. В рамках нацпроекта здравоохранения закуплен инновационный инструмент для трепанации черепа. Оборудование медики только получили и уже скоро начнут работать с ним в операционной. Новинка от российских инженеров. При помощи данной дрели мы можем проводить оперативное вмешательство на голову, также на позвоночник. То есть все оперативные вмешательства, которые проводятся на голову, они у нас сопровождаются трепанацией черепа. С помощью этой дрели мы проводим трепанацию черепа. Во всех современных учреждениях нейрохирургии находятся такие дрели, только разных фирм, с помощью которых начинаются все нейрохирургические операции на позвоночник и на головной мозг. То есть все трепанации черепа, все резекции позвоночника проводятся с помощью данных дрелей, что ускоряет, улучшает качество проведения оперативного вмешательства. Оборудование такого класса стало первым в больнице. До этого такие операции врачи проводили вручную. Сейчас, конечно, будет намного удобнее. Статистика онкологических заболеваний в нашей стране, как и в целом в мире, не снижается. Врачи говорят, никогда не откладывайте свое здоровье. Время не щадит никого. Рина Цичоева, Али Зязиков, Магаз 24.